Нынче исполняется 10 лет, как куратором московской татаро-башкирской молодежи является Яруллина Гульнара. Что было за эти 10 лет, если взять какую-то хронологию событий или экскурс в историю? Қадірлі достар, хайырлы кеш. Мен Гүлнара Яруллина, білесіз, кім әлемінде бірінші тапқыр танышық. Бұл штаб татар деген орында біз жиылабыз. Бүгін бүтін дүния татар тілі күні. Біздің бүгінгі мақсатыбыз татар тілінде сөйлештіру сізні. Һәм бүтін татарларға көрсетірге біз татар болуын һәм аны ғұрур итеп шуны алып барырга. Безнең хәзер штаб татарыбызда төрле төбәкләрдән килгән яшьләр, аларның өчен инде без шул землячестволар ясадык. Безнең инде 20-дән артык землячество, алар Түбән Новгород, аннан инде бик күп татарлар, аннары Пенза татарлары, тагын Астрахань татарлары, алар бер-берсе белән белсен, бер-берсе белән аралашсын өчен менә шундый землячестволар ясадык. За эти 10 лет были перепись населения, которая откладывалась. Она сыграла здесь огромную роль. Здесь и работа и с башкирами, и с православными татарами, и с другими. Разъяснительная работа с молодежью, с аксакалами. Вот в этой переписи населения. Дальше у нас были такие небольшие шероховатости с башкирами. И именно благодаря ей, вот это вот ее дипломатии, толерантности, вот этого конфликта на территории московского конгломерата у нас не было. Это, конечно, ее заслуга. Также не было никогда в Москве 10 лет назад создания каких-то клубов, каких-то молодежных формирований. Да, у нас штабу 27 лет. У нас были клубы для взрослых, это там 8 основные наши клубы, это офицеры, Гиппократ. Но с ее приходом она создала молодежные клубы по направлениям. Она ведет 85 групп. Сегодня в близком ее общении, в постоянном общении и влиянии 14 700 татаро-башкирской молодежи. Также она общается и с тюркской молодежью, и также у нее есть 8 городов с молодежными отделениями, с которыми она непосредственно общается в России, где татары. Итог какой? Вот как на чашу весов положить ее работу? Она не токарь, чтобы шестеренку сделать, она не каменщик, чтобы дом построить, она не врач, чтобы человеку аппендицит удалить, да? Но ее работа, она не менее важная, она сложная, и вклад ее в духовность, вклад в благотворительность, вклад в формирование личности татаро-башкирской молодежи в Москве, конечно, неоценим. Сколько людей каждый год с ее подачи создаются татарские башкирские семьи. Каждый год люди находят себе профессию, находят себе коллег по бизнесу. 5 лет она организовывала московскую регату на веслах. Это сложнейшие соревнования, тренировки на воде. Она каждый год организовывает несколько раз выездные такие сборища на природе татаро-башкирской молодежи. Формирование татарской среды называется. Также хочется отметить ее заслугу, конечно, в том, что всегда среди молодежи создаются всевозможные настроения. Не совсем, наверное, такие миролюбивые. Это касается татары мордовские, пензенские, нижегородские, самарские, ульяновские. И вот всех она объединяет. Она всех объединяет, все вокруг нее. Надо отдать должное, что все практически понимают, что надо делать, куда двигаться, что думать и в каком направлении. Гульнара, она сама, не осознавая этого, может быть, является каким-то, наверное, примером для подражания. Сколько она проводит каждый год первый намаз акции,
Сколько ифтаров. Вот нынче было их 15. В прошлом году было 14. До этого по 7, по 8, по 5 ифтаров. Привлечение на намаз людей. Это религиозная деятельность по всем мусульманским праздникам. Вот. Она сама показывает пример этого мусульманства, показывает пример сохранения татарского языка, пример оптимизма, пример какой-то целеустремленности. Сегодня не ее день рождения, сегодня итог 10 лет ее деятельности татар-башкир московского конгломерата. Сколько она вот последние годы, последние 10 лет, она принимает участие вместе с автономией Татарской области в организации молодежных форумов, в организации с автономией Москвы, Московской области, это Сабантуев. На эти Сабантуи она вывозит молодежь, на молодежные форумы вывозит молодежь. Ни один концерт, ни одно большое мероприятие в Москве, где нужно собрать людей, без Гульнары невозможно, потому что ее интернет-ресурс. Если нужно создать Кремль или там концертный зал Москва теперь уже, это только интернет-ресурс, значит, Гульнары. То, что она вот это вот в ногу со временем, когда надо было, очень модно были рилсы, она делала рилсы. Когда модно были другие направления, она их тоже делала по линии продвижения интернета. Когда нужны были нам блогеры, очень нужны были, это было лет 7-8 назад, они тоже были у нее. Надеемся, что еще долгие-долгие годы татаро-башкирская молодежь Москвы будет знать, в каком направлении двигаться, вектор политики и на кого равняться. Желаем дальнейших успехов на этом поприще.